А дорожники Мирного ожидают довольно напряженную ситуацию на автозимнике. Причина для тревог – Чаиндинское месторождение. Наземным транспортом туда направляются внушительные объемы грузов. Сохранится ли зимник под такими нагрузками до следующего года? Для оценки этого группа специалистов вылетела на один из самых отдаленных от алмазной столицы пикетов – Непу в Иркутской области. Вместе с ними отправился и наш корреспондент Руслан Фаткулин. Говорить о дорогах, а тем более о якутских автозимниках, сидя в уютном кабинете, нельзя. Пока ты не проехал по ним сам и не испытал все трудности, можешь считать, что ты не знаешь о них ничего. Вместе с представителями Федерального дорожного агентства «Росавтодор», Федерального казенного учреждения управления дороги Вилюй и Мирнинского управления автодорог мы совершили облет строящегося зимника. Вертолет шел на малой высоте, повторяя все зигзаги дороги. Перед специалистами стояло две задачи. Цель поездки – это показать представителям Росавтодора, что такое зимник, что с ним делают, как на нем работают, какие у нас есть проблемы. С вертолета осматривались опасные места, например, где на трассу выходит наледь. Также внимание специалистов привлекла работа автоколонн, ход на морозке ледовых переправ и многое другое. Вторая цель рабочей группы неразрывно связана с первой. Цель визита – посмотреть готовность подрядных организаций к подготовке зимника к предстоящему сезону и оценить возможные грузоперевозки, объем перевозок, которые зимник воспримет в предстоящий сезон. По предварительным оценкам, по автозимнику этого года будет перевезено не менее 300 тысяч тонн различных грузов. Большую долю в этом составит технологическое оборудование, техника и материалы компании «Газпром Ноябрьск». Именно она занимается разработкой Чаиндинского месторождения. Предполагается, что перевозчики этой компании будут эксплуатировать зимник, что называется, по максимуму. А это не лучшим образом скажется на его состоянии к весне. В ближайшее время предполагается собрать вместе представителей недропользователей, автодорожников и других структур, чтобы решить, как грамотно эксплуатировать нынешний автозимник. Ведь от этого напрямую будет зависеть выполнение плановых показателей всех заинтересованных структур.